Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Юта ТВ. Приветствую, приветствую. Приветствую, приветствую. Слушай, что-то Серега А Минский. часы-то ты не взял с собой песочные? Ой, не взял. Ай, не взял точно. Слушай, Я ах ты думаю, вот что ты видел? что в голове? Что в голове, чтобы человек поехал Голова трава. сплавляться и взял с собой песочные часы? Ну, это вообще... Ну, вот. Слушай, что-то Серега должен был сказать, какой-то рецепт у тебя есть чего-то. На днях он мне говорил, что я... По выращиванию бороды. А, точно, точно, точно. И пошли его нахер. Это, понимаешь, это я ж прикалываю, кто начинает, у меня же бородой уже заколебали, понимаешь, он просто уже Да. силы нету. Я говорю, смотри, чтобы отрастить такую бороду, нужно 3 составляющих. Полнолуние, липовый мед и Мгм. любимая женщина, желательно после бани. Ого, вот. Понял. Полнолуние, берешь липовый мед, мажешь ляжки изнутри любимой женщине и трешься Мгм. бородой. Главное не лизнуть. Все, понял. Мне Вот принцип сволочь. понятен. Сволочь Минский, а? А я Да. видел, когда вы с ним общались, и до этого, и сегодня видел. Как раз Ага, ролик он говорит, монтировал, а параллельно это подглядывал. он говорит, знаменитому этому обладателю бороды, говорит, обратись. Ой, блин, знаменитому, да ладно, вот эту ерунду. Пуха накидывает. Вот. А я вот сейчас выберусь в город, в барбершоп. Что-то, Ни разу не был, никогда не ходил и не собираюсь, если честно. да, слушай, у меня знакомая работает в барбершопе, она говорит, А. приходи. Я думаю, ну а что не воспользоваться предложением? Не, я что-то вообще, вот сколько вот, ну около, я так прикинул, где-то 4,5 года, я вообще шею не трогаю. Только вот усы Мгм. подстригаешь, чтобы в рот не лезло, и все. Слушай, а я вот не трогаю, но она у меня в ширину пошла. Не Вот. знаю, мне как-то она вот, ну я воском иногда там, ну ее постираешь, да, так, Ну грубо да, говоря. Воском намазал там или маслицем. Ходишь, блестит, да. Я хочу, руки масляные. как у ZZ Top хочу бороду. Ну видишь, она у тебя кудрявится. У меня как-то Да. она вроде вниз, вниз и вниз, а у тебя она как-то вот... Да, я не знаю, нужно, может, как это самое, что-нибудь еще посмотреть, какую-нибудь бороду. Ну, тогда не как у ZZ Top. Вот, ну, пока есть. Пусть будет, какая есть. Купи себе утюжок для выравнивания. Как видел у этого, да? Уральский Да, пельмень. Это что? Это утюжок для выравнивания волос, а это плойка для чего? За завивание. Ты говоришь, что ее на курорт на собой взяла? Утюжок. да, было такое дело, было. Вот. Как нынче у тебя здоровье, как погода, как дожди прошли? Слушай, здоровье, слава богу, всем спасибо, что беспокоитесь и помните. Нормально, со здоровьем Да, нормально. ну мало ли, мало ли. Слушай, а погода падла так. Ой, Кузьмит? Да не, нормально. молчу. Короче, погодка Кузьмит. у нас тут, 2 дня последних еще более-менее нормально, а до этого дубак, дожди лили, вообще жесть. Как бы уже дыхание осени прям такое раз Ну, навалилось. блин, ну что вы хотели? Число уже 5 сентября, блин, ёкарный бабай. Я согласен, я же не возмущаюсь, а я просто уже осознаю, как бы это Не, ну осознание. вот у нас, смотри, вот у нас вот сейчас где-то 25, 26, 27 уже, а вот так до этого 30-ка, блин, давило так, что думаешь, да ну сколько уже можно? Слушай, нам бы 25 бы, мы бы как бы тут развернулись. Брат Ого-го. говорит, сегодня, говорит, вышел в огород, убирать-то нехрена, все жарой побило нафиг. Ну картоху выкопаю, говорит, да и все. Слушай, а у нас сегодня я около магазина, около сельского, видел, до сих пор клубнику продают. Ну, может быть, второй сезон, да. Сейчас два сезона собирают, насколько я слышал. Слушай, у нас-то в Сибири какие нафиг 2 сезона? Ну, а Вот. если тепличная, а если теплица? Вот разве что в теплице. Слушай, я что-то, может быть. Ну,
Потому что девчонка сидит местная, там не это, не рыночная, да, прям, а это какая-то местная клубника. Ну, знаешь, ну клубнику мы в Якутии не выращивали, в Карабах, в теплицах. Выращивали, ну что, блин. Ну, на дворе было 2 короба сбитые, там редиска, морковка, что-то зелень, шмелень, такое мелочь. Второй короб был целиком, это была Подогревом, да, чисто который был? картофель. Не, прям на улице. Ну, над Прям, Ильичем Мерзлотой, на столбиках. ну, все, И понятно. теплица тоже все на столбиках, все уже там это уже и печку топил, бегал. Там уже огурцы, помидоры, такое. У нас на Выращивал. юге Алтая, вот там уже высокогорье, Кушагачинский район, но у них тоже там же вечная мерзлота, все как положено. Тоже в искусственных грядках, но особо такие, кто продвинутые, они еще и подогрев делали. Не, мы в деревне, говорю, мы не на севере делали, потом переделывали. Точнее говоря, с отцом вот эта печка, буржуйка здоровая. И сквозь нее трубы идут понизу под коробами. Ну как, знаешь, Да, как да, 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 да. Чтоб снизу циркуляция грелся. делали. Но вот это Просто, самая жесть была, блин, начало осени, надо в школу, бегом, блин, вечером накидай, блин. После школы приди, подкинь, когда уже начинает подмораживать. На ночь еще подкинь. А еще отец взял этих гусят, приволок 30 штук. Думаю, да ты сейчас сатанел. Убирай после них. Представляешь, гуся, ну ест и тут же гадит. но у Ай, него вот же это все было на мне. скорость летит. Вот это Вот. было мне, блин. Потом мать их порубила. Давай их смолить, блин. А смолил уже холодно было. Не открыл вот эту фармугу. Вот это надышался этим жиром. Я до сих пор утятину, гусятину жрать не могу. Меня воротит. Траванулся нахрен. Ну, Запах. как бывает в детстве. Ну, и все. С тех пор я даже вот я по запаху чувствую, что варится. Утка, блин, или гусь. Ух ты. А я И что-то их уже не не. различаю. Не, Не-не-не. утку от курицы отличу, а вот там такие тонкости с гусями Да иногда. ладно, если гусиную ногу дадут, это что тебе какой-то Кинг-Конг, что ли, был среди куриц? Не, по запаху, Тебя по надо запаху. Да по запаху тоже чувствуется. Как и Вот. заяц от кролика я тоже отличу по запаху. Легко. У нас тут на соседней турбазе кроликов расплодилось, что-то в начале лета было 3, а сейчас что-то какая-то А и свора. они ж как зингеры Ага, а я плодятся. еще, у нас там рафтерка, ну, где Ну, оборудование для сплавов хранится. И мы когда приезжаем, у меня собака вырывается, короче, и вот это там начинается охота на этих кроликов. Пока всех по норам не загонит, я ее и поймать не могу, короче. слышишь, Я ты все это, хозяева выставят. как давно ты занимаешься вот этим делом-то? Слушай, я на Алтае как бы то одним, то другим в области туризма уже, ну, сколько, с 15-го года примерно. Мгм. Вот. А сейчас просто с экскурсионки с юга самого Алтая, из-под Монголии, я переехал на север, наоборот, на северную окраину практически, Чемальский район. Здесь Мгм. просто рафтингом ребята занимаются. И говорит, давай, говорит, приезжай, говорит, ну, есть где развернуться. Ну, я вот приехал поработать на рафтинге. Ну, это тоже Слушай, туризм, то же поэтому у самое. тебя и здоровье такое, что в свежем воздухе, нормальная вода, нормальное питание, нагрузочка физическая в том числе идет. Да, 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 да. И как-то, ты знаешь, я вот после операции-то сначала было все так тяжело, вот первых 3 года, да, а сейчас вот в этом году прям я реально зажил, прям, ну, почувствовал, что вот вдохнулось, что, оказывается, есть силы, есть энергия, прям это есть желание шевелиться. И вот это, как бы, вот эта движуха, она сразу так, ну, оптимистично, короче, достаточно. Вот. Красавец, красава, красава. Слышь, а что Ну, это, твоя эта кошка-кикбоксерша не мерзнет, она что это, лысая? слушай, сейчас она... Где она у меня там? А, слушай, я думал, она в это, под одеяло залезла. Нифига, поверх одеяла спит, рядом с собакой. А, ну об И, собаку греется. ага, ну, а вообще ночью прям это четко. Собака в ноги забирается под одеяло, а кошка под мышку. Ну, Еще там конечно, дура она лежит, тебе. ну, типа, блин, нафиг, нафиг. А я сейчас пока еще на улице не совсем холодно. Я в летней пристройке живу из Мгм. поликарбоната. Ага. Вот. И, ну, не знаю,
самое холодное пока было 9 градусов, по-моему, с утра или 8. Мгм. Ну, как бы я такую температуру переношу. Не сказать, что Ну, комфортно. свежо, свежо. Да, из-под одеяла вылез, оделся, и вроде как все нормально, чайку заварил, и вообще жизнь удалась. Вот. Ну, классно. Да, пока, не знаю, я еще Не, ну думаю, знаешь, вот сколько раз были даже на рыбалке, вот даже чай, даже на газовой плите вот этой, на маленькой. Ну вот на этом ну, блин, он другой по вкусу. конечно, конечно. Не говоря, если там на костерке, там в котелочке. Ой, ё-моё, да когда Я ж пока не планирую еще недели 2 переезжать. Не знаю, к нулю приблизиться, и я начну думать, переезжать в теплое помещение или нет. А пока меня устраивает. Вот. Ну и слава богу, А, пусть так и а, будет. Ну, у нас вплоть до 21 августа, пока сейчас вот, ну, по графику, загрузка, мы даже не Сентября. ожидали. Ой, сентября, да. У нас Ага. уже часть водителей, часть персонала гидов разъехалась. А тут раз вываливается там 26 человек на 21 сентября. Короче, нужно организовывать сплав, и мы такие, опа, да, нифига себе. Скоро будем на ледоколах сплавлять, если так дело-то пойдет. Ну да. Слышь, а вот там на сплавах ты рыбачите, там что-то такое. Ну, есть какая-то Нет, развитость? они короткие, понимаешь, это у нас коммерческие А, сплавы. Это посадили людей в лодку, есть по руслу реки несколько порогов, они мгм. проходятся, дистанция примерно 30 километров, 30 там, ну, плюс-минус, короче, да. Обычно сплав, он такой коммерческий, где-то 3,5 часа длится. М, А есть многодневные сплавы там по горным рекам, типа Челышмана, Башкауса, там еще куда-то с дальней заброской. Там, да, там рыбалочка, короче, там речки-притоки, которые, там Слышишь, ну вот, хариус. вот скажи мне по чесноку, вот сколько вот это вот, если такой длительный сплав, сколько денег? Ну, вот если коммерческий. Слушай, ну, где-то по десятке, по пятнашке в день обходится. В день. Да, да, на человека. Обалдеть. Ну, если 7 дней, то это 70 тысяч надо минимум. Да? Да, да, да. Но это сопровождение, это безопасность, это снаряга, это питание, это А, гиды. то есть ты заплатил и все. И приезжаешь в трусах в майке, и всем тебя обеспечивают. Ну, по сути, да. Не, у нас было, ребятки приезжали на 5, у них тур по Алтаю. 2 800 000. Э, Им, им покупали одноразовые спальные мешки, что-то тысяч по 15, по 20 каждый мешок был. Что Это в не стоимость одноразовые? А что не хороший, одноразовые? прям А чё одноразовые? специально для них покупали, сказали, ребята, хотите забирать, что хотите с ними, то и делайте. Вы их оплатили. Они сказали, А, вот так вот. а что мы в жизни-то никуда никогда не ходим, нафига нам эти мешки, пускай они у вас остаются. Мгм. Ну, примерно вот так вот. А потом за ними прилетел вертолет, и они улетели. Слышишь, а вот как раз хотел, завозят вертолетами, да? Слушай, по-разному, в зависимости. Вот они у Наталья, нас, привет. у них тур такой, они с Тересского озера прилетели на вертолете, сплавились, у них был там то, что называется нынче модным словом кейтеринг. Они ночью, вечером поужинали, был шеф-повар приглашен, там официанты, там трясчик, О, мне тент интересно. стоял красивый. Потом они в баньке попарились, специально М. баню, палатку строили, такая натуристическая баня, Я понял. Я понял. организовали баню, там беседы у костра, там трясем-лясем, дорогое вино. Потом с утреца проснулись, позавтракали, опять-таки шеф-повар завтрак приготовил, там все дела. Потом опять вертолет прилетел, забрал, и они улетели в сторону Белухи, самая высокая вершина на Алтае. Вот. И такие вот ребятки там, знаешь, типа вот Бородиной, Ксения Собчак. Вот мы Собчак сплавляли А, лето. ты что, не мог ей камень к ноге привязать, блин, чтобы она перевернулась разок? Да слушай, грех на душу брать-то. Ты знаешь, кто бы ни был, а человек-то живой. Как бы я не стал. Ну вот. Хотя... Какие хариусы были бы, представляешь, таймени какие были Да, бы на да. этой Нет, яме. ну не знаю, как Хариус, а Нали мы были довольны точно. Ну вот видишь. Вот. Слушай, Ну а классно.
потому что когда она к нам приезжала, она уже не первый раз с нашими ребятами сплавляется, да. Она уже и гидов, и инструкторов знает в лицо, там, типа, о, ребятушки, там, то, сё, третье. Такая, знаешь, там, милая девчушка, тебе скажу, если не знаешь, Ну, кто это такая. чует, что камней много. Да-да-да, знает, что, блин, когда на воду встанут, это ребята за нее отвечают, что от них все зависит. Поэтому Ну да. хамить нельзя. Хамить не надо, не надо, не Да, надо. вот. Я просто, Слушай, знаешь, есть что спрашиваю? Я, извини, перебил. Я ну, смотрел этот, вот просто вот Анатолий Полотно, шансонье, вот он, у него команда называется «Флагман». И вот он скидывал ролики, вот это, спуски по рекам, на плотах, рыбалка, охота. Ну да, ну там, я понимаю, сколько денег уходит на все это. слушай, тут прям, ну, реально, Алтай стал в последнее время, это какой-то жемчужиной, да. Вот, допустим, село Знаешь, вот Манжирок, чуть-чуть бы подешевле, блин. Вот. вот поселок Манжирок, допустим, да, там Сбербанк Греф построил пятизвездочный отель. А номера 55 тысяч в сутки. И кто? И кто? И нет, слушай, тут вопрос никто. Вот ты просто так приехал в отель и сказал, типа, ой, давайте мне номерочек, я здесь поживу у вас там пару дней. Тебе скажешь, чувак, ты бронировал номер? Нет. А какого хера ты приперся? У нас на все лето расписано, свободных номеров нету. Обалдеть, блин. Вот. Обалдеть. Фишка-то не в том, что они дорого стоят, а фишка в том, что их нет свободных. Вот в чем Ну, дело-то. видать, знаешь, это кто имеет хорошие деньги, да, тому как бы по барабану. Слушай, ну как минимум 380 человек ежедневно имеют хорошие деньги. Это в этой стране, я точно знаю. Там 380 номеров, да, и вот они все заняты, да, все лето практически. Вот. И таких, понимаешь, отелей, это большой отель, да, а есть маленький отель. Почему я не в числе этих 380? Ну вот, да, не всем так Хотя это бы самое. 380 с половинкой был бы. Да, да, видишь, я вот это вот в поликарбонатовой кухне живу и как бы тоже вот не жалуюсь. Вот. Да, Да. слушай, здесь Алтай, знаешь, когда вот говорят там про регионы, среднюю зарплату, все это херня полная. Здесь водитель, который ездит, лодки туда-сюда там доставляет, да, и, собственно, баранку крутит, ну, получает порядка 150 тысяч можно заработать в месяц. Неплохо. Неплохо. Да, понимаешь, Ну, и подожди, когда ну это ж сезонная работа. Зимой-то уже такой работы не будет. ну что, ну ты найди другую работу, Не, ну зимой турист. я понимаю, что сезон Вот. сезоном, И да. когда местные начинают рыдать и говорить, что, мол, типа, все плохо там, блин, чувак, а ты объясни мне, пожалуйста, почему вдоль речки Катунь водитель из Новосибирска возит клиентов, да? Он приехал с полуторамиллионного города в деревню к тебе зарабатывать деньги. А почему ты-то не зарабатываешь у себя в деревне деньги? Объясни. Ну вот, то, сё, третье, десятое. Нет, Когда иск понимаешь, кто ищет возможность. Кто не ищет, ищет отмазку. Ты знаешь, когда искали водителей в Бийске, типа, ребят, Мгм. прям вот нормально там можно по 5 по 7 тысяч в день в пиковые, да, Неплохо. загрузку. Неплохо. Можно Неплохо. получать. А чё, Неплохо. куда надо? Ну вот, типа, нет, ты чё, и чё мне вот там в общаге там с другими жить и как-то вахтовый, ты чё? Не, я вот в Бийске поищу работу. Понимаешь, Держу он в Бийске попрет. не может найти работу, а почему-то за эти деньги не хочет никуда ехать. А хотя от Бийска всего 2 часа на машине ехать, ну 3. Ну, Да это блин, это вообще не... как бы ни о чем. Ни Я о чем. понимаю, на севера куда-то загоняли бы там, да, а тут-то рядом с домом. Лень человеческая. Вот, Согласен с тобой, согласен. вот. Поэтому, как бы сейчас вот Алтай, знаешь, ну да, дорого. А с другой стороны, ну пока, Ну, разовьется, будет дешевле. да, да, я согласен. Пойдет спрос, будет дешевле Потому будет. что народ сейчас бабки вкладывает в строительство. Ты знаешь, мы, когда начали охват смотреть, кому мы там свои прайсы на услуги рассылали и прочее, прочее, прочее. Так Мгм. вот, э, начали подбивать результаты в первого месяца. Оказалось, что у нас человек, который занимался, развозил эти прайсы, он у нас в окрестностях, а это по реке
вверх по реке 10 километров, 12, и вниз 12 километров, ну, где-то 25 километров участок, да, Мгм. всего. Он объехал 110 баз туристических. Ого. 110! И это не все, понимаешь? Понятно. Это не все. Потому что сейчас каждый двор практически это гостевой двор. Это раньше Ну да, был конечно. это раньше был скотный двор, а сейчас гостевой двор. Помыли, убрали, да и все. Не, ну Но классно, классно, что говорить. и прямо стоят достаточно убогие старые дома хозяйские, да, но где-то в углу участка какой-нибудь такой модерновый домишко стоит с огромным панорамным окном куда-нибудь в сторону горы, в сторону реки, там куда-то, чтобы Классно, видончик был. классно. Да, и народ там, ну, как, вроде сидел на своем участке, редиску выращивал, да, там, себе поесть. А тут раз у него там пятерочка, ну, если где-то, ну, в районе 5000 может стоить домик сдавать, да. Ну да, расходы там на стирочку, на что-то еще, да, ну, поработать Ну надо. понятно, по мелочам. Да, но пускай даже он трешку получает, 3-4 тысячи, и то это уже, ну, 90 тысяч в Да, месяц, как бы, конечно, 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 это конечно. нормальные деньги. А у некоторых на участке там не один домик стоит. Вот-вот. Вот. Вот. Уже. Поэтому народ сейчас старается заработать денег, развиться каким-то образом. Слушай, по поселку Чемал едешь, и, а в Чемал это, ну, районный центр, достаточно большой поселок, и там очень популярна развлекуха, короче, квадроциклы. Ну, по бездорожью покататься. Такие, знаешь, колонны идет, как змея такая длинная-длинная. Мгм. И вдоль дороги вот прокат квадроциклов, и около каждого проката их штук по 30 стоит. Не 2, не 3, не 5, штук 30, они в 2 ряда стоят. А этих прокатов там тоже десятки. Я так еду и так Ну, значит, понимаю. ну, развивается туризм, это хорошо. Туристический Да, бизнес вдоль развивается, дороги это там неплохо. какие-то в рублях это миллиарды стоят. Короче, там вообще Ну, прям. они себя отбивают, видишь, что получается. Они Я покупают. уже после работы, после сплавов поехал в районный центр, ну, мне кое-что нужно было купить. Возвращаюсь часов в 8 вечера, смотрю, дорогу переходит толпа в этих, в комбинезонах камуфляжных, в касках. Ну, от офиса идут, на квадроциклы садятся. Время 8 вечера, блин, уже, казалось бы, все, народ уже пошел бухать. Нет, они в М, 8 начинают катать. Это значит, Ну, они часов в 10 только вернутся вечера. То бишь они до 10 ну, вечера нормально. катают. Народ. Вот. Я говорю, тут прям туризм, ой-ой-ой. Прям Ну, слава богу, слава богу. клёт, вот. Ладненько, уважаемый, побегу я Давай, дальше. видите, Мира тебе добра, да, хорошего окончания сезона. Всех благ. давай. Спасибо за Всем беседу. ребятам Как всегда, тоже был рад посмотрел. видеть. Кто выдержал меня и выслушал, тоже всем Да ладно, добра, нормально все. здоровья. Всех благ. Всех благ. Если что.